Сегодня пятница, 10 октября 2025 года. Сегодня на волнах Эми-радио снова с вами я, Зуртан Халтаров, а также мои гости. Постоянный гость Ибрагим Яганов. Приветствую всех. Лидер черкесского национального движения Объединенный Совет Черкесии и депутат съезда народных депутатов разных собраний, созывов. Добрый день, товарищи. Сергей Власенко. Да, ну сегодня поговорим. Сегодня с вами поговорим, значит, тема такая, что в Варшаве проводится, значит, конференция по человеческому измерению. Не удивляйтесь, почему так названо. Ну, то есть там связано с целой чередой, так скажем, вот этих правозащитных мероприятий. Это вот так называется просто. Сегодня, значит, конференция юбилейная под председательством Финляндии. Так, сейчас. Враги уронили телефон на бок. Сейчас я его поставил. Снова, значит, у нас в отеле Софитель Виктория, значит, с 6 октября по 17 октября. Представляете, 1900 участников заявилось. Всем оплачивают отель, всем оплачивают, значит, видимо, проживание, проезд. Представляешь, сколько озабоченных, так скажем, правами человека людей понаехало. Ну, причем, судя по выступлениям, там понаехали большей частью представители МИДов, вот этих центральноазиатских стран, где там прям четко вот они сидят, значит, и вот с этой трибуны ОБСЕ говорят, что, а вы знаете, эти правозащитники, они ведь свое мнение выставляют под видом мнения общественности. Вот казах один такой заявил. Что, мол, эксперты свое личное мнение переносят в экспертную область. Часто это люди вроде, мол, как случайные, эмоциональные, значит, фон очень повышенный вроде как. И вот эти эмоциональные вещи переносят и, значит, выступают на конференциях. То есть у меня такое ощущение сложилось, что все эти диктаторские режимы из Центральной Азии, да, в том числе, там, наверное, из России, еще из каких-то мест дрессированные, так скажем, заявились представители, значит, национальных всяких там объединений. Ну, знаете, всегда есть там дрессированные персонажи. И вот они там, ну, сидят, выступают, значит. То есть им вот это важно, трехминутное, так скажем, выступление, где они вот говорят, что все эти правозащитники, это все ерунда. И вот это такая площадка, как бы, да? Ну, быть правозащитником сейчас стало очень модно, престижно. Можно говорить все, что угодно, и за это не отвечать. Ничего не будет. Да, ничего за это не будет. Но, тем не менее, защита прав человека. Никто не хочет защищать права детей в Газе. Все хотят защищать права мигрантов, например, в Европе, потому что это безопасно. Это даже прибыльно. Существуют гранты, какие-то условия. Ну, это потому что Европа предоставляет все это дело. Да. Ну, а вот в таких местах, где действительно гибнут люди, попираются все права, например, все права человека в России отменены. Например, вот есть, в общем, некоторые... А вопрос, были ли они вообще? Были? Да. Ну, например, вот я столкнулся, есть такая правовая норма, как принятые нормативные акты обратной силы не имеют. То есть после принятия этот нормативный акт работает вперед, а все, что было, в общем, до этого, это, в общем, туда, под эту юрисдикцию не входит. Россия отменила. Они, например, в общем, в моем отношении собрали все, что было мной написано, сказано, интервью, вот эти все подкасты, где я принимал участие, все это за 3 года отправили в Москву на экспертизу. И экспертиза дала заключение, что я оправдываю терроризм. Это как? Классно. Но сразу могу сказать, Классно. статья либо 280, либо 282.
и они там тебе еще там подбирают в составе организованной группы или там еще что-то в этом роде. Ну, то есть, в зависимости от того, кого там подтянуть, кого обыскать, кого запугать. Так что это пройденный этап, знаем, плавали. Здесь уже это, в общем, становится орудием для, скажем так, геноцида. Но вот многие не понимают, а как же вот репрессии, вот эти вот революционеры, которые там рубили этих царских офицеров, значит, там бомбы взрывали, кидали там в свое время, да, по молодости. Вдруг лапки подняли в 30-е годы и, значит, там Егода Ежов. Да. Егода Ежов, ну, кто-то там себе, как Гамарник там или еще кто-то, успели пулю в башку пустить. А может, их убили, кто его знает. Может, это и не самоубийство было, может, он отстреливался, его застрелили. То есть, тут ведь ситуация такая, что люди не понимают, да? А я говорю, вот посмотрите, что сейчас происходит. Берут совершенно обыкновенных людей, беззащитных, часто. Вот, и мы смотрим Да там, не часто, как в вот основном. взяли Филонова, например, спровоцировали там, значит, как взяли каких-то, например, ребят спровоцировали там, да, ну, то есть, это же, вот у нас Алексей Гармаев на 14 лет залетел, в колонии сидит, там по страшным статьям, да, там государственная измена, еще там что-то, то есть, большие сроки, 15 лет, то есть, пацану не больше там 20 лет, и он на 14 лет заехал. И в И процессе еще добавил. да, и от нас это все зависит, как скоро этот режим рухнет, а с другой стороны, я думаю, ну, допустим, вот эти любители, хорошие русские, так называемые, которые сейчас рвутся заседать в ПАСЕ, да? Ой, бля, не говори. Серега, ты поближе, микрофон тебя не слышно, и надень наушники, пожалуйста, в микрофон говори. И ситуация, вот, видишь, такая получается, что действительно вот хорошие русские-то в свое время же ведь не занимались внедрением прав человека, не растолковывали простым людям. И вот вы видите, что как отсутствие голоса, отсутствие прав человека, да, приводит фактически ровно к той же ситуации, что было в 30-е годы. Люди начинают пропадать. И сначала это все происходит по аплодированию, что с врагами там борются там, и так далее. Да? А потом же, сейчас уже начали это дергать кого? Тех, кто кричал там, про Путина в регионах там громко-громко кричали. Понимаете? Вот ситуация такая. То есть сейчас ситуация, вот она как раз наша революционная. Только единственное, что Европа тоже немножко расслабилась. Как говорится, они там, ну, как бы хотят там свои интересы защищать, это и понятно, ну, потому что никто не даст денег там национально-освободительным движениям, чтобы мы там революцию подняли. Ну, не те времена просто. Все эти методы и способы борьбы с врагами народа последние 20 лет пробовались и совершенствовались на Кавказе. Было очень много, вот на Кавказе по сегодняшний день поток, число вот без вести пропавших молодых людей, которые просто исчезали, он не прекращается. И практически все эти новые способы пробуются там. Я бы это охарактеризовал одной очень известной американской фразой: ничего личного, бизнес. Они перевели это уже в бизнес. Вот ну, я не знаю, какие сейчас там у них расценки, но был период, когда 1 час КТО 20 тысяч рублей. Ну, типа того, что заблокировали боевиков, у которых хотели проверить документы, но они открыли огонь и были там уничтожены ответным огонь. Это что-то типа того, что, в общем, от обломков БПЛА там сейчас пол России горит. Вот. И вот они загоняют типа того, что блокировали этих преступников в какой-то квартире, окружили и сидят сутки. А часы тикают. Бизнес. Плюс командировочные, потому что в основном это делает зондеркоманда, которая откуда-то приехала. Местные, в общем, держат, в общем, по периметру, они в это КТО не включены. А КТОшники это уже зондеркоманда, которым плевать на этих чурок, которых они заблокировали, а они там уже, их уже в живых нету, они их уже давно убили,
заложили, скажем так, их, в общем, там. Потом через сутки-две, когда уже накапает, уже, в общем, серьезно накапает, они подгоняют этот БТР, из крупнокалиберного пулемета, там, из ДШГ чего-нибудь, расстреляли эту хрущевку, потом забросали гранатами, там был пожар, взрывы, потом этот суперспецназ штурмует эту квартиру, а между этими же хрущевками метров 50, в общем, разница. Это там же особо и дворов не было тогда. Вот. После этого гасят, в общем, пожарники, МЧСники ликвидируют пожар. И оттуда, к удивительному, чудесным образом, изымают боеприпасы, которые были у этих террористов, которые не сдетонировали и не сгорели при пожаре. Ваххабистская литература, которая тоже не сгорела, даже не промокла, когда тушили этот, в общем, пожар. Оттуда выносят трупы террористов, которые там 2 суток отстреливались, но в противоположной хрущевке, которая в 50 метрах, нету ни одного следа от пули. Значит, оттуда никто не стрелял, все стреляли туда. После всего этого оттуда выносят тела погибших со следами окурков на теле, со следами наручников на руках, с бледными лицами, с заросшими, потому что их до этого держали несколько недель в темной комнате, чтобы они заросли и побледнели, чтобы у них был внешний вид людей, которые жили в землянках, а в землянках никто не живет, потому что эти несчастные не в состоянии жить в лесу. Они же все городские ребята, тепличные. И вот это все, и вот что удивительно, вот эта категория к защите прав человека почему-то не относится. Ну да, вот, например, ко мне сейчас вот недавно обратились там коллега из Монголии, значит, в общем, там странная довольно ситуация с ним приключилась. Ну, я думаю, я могу про это рассказать, вот, что якобы какой-то активист из одной из республик к ней там за помощью обратился. Ну, странный, откровенно говоря, активист, потому что и он имя, фамилию свою не хочет говорить и так далее. Я говорю, потом впоследствии оказывается, что это какой-то то ли юрист, то ли адвокат, чуть ли не со статусом адвоката, но я думаю, что там что-то очень сомнительное, так скажем, что какой-то там может быть правозащитный или еще какой-то кейс, то есть частенько бывает так, что вот и в 22 году тоже меня одолевали, так скажем, люди, которым вдруг внезапно, ну тоже из Бурятии, да, происходит, которым вдруг внезапно нужно было попасть в Польшу, значит, и вот они там, значит, предпринимали какие-то усилия разузнать, а каким вот образом я попал. А я говорю, а ты какие-нибудь усилия делаешь для того, чтобы ты сюда попал? Ну и есть определенный протокол действий, когда нужно верифицировать человека, что на том конце именно тот человек, который выдает себя. Там, ну, то есть работа на самом деле правозащитная, вот, связанная с вывозом активистов или просто там пострадавших от режима и так далее, она вот упирается, кстати, на то, что люди-то на самом деле, которые вот считают, что они как-то преследуются там вот этим путинским государством, они даже палец о палец не ударили, они даже за свои права внутри этого государства не боролись, то есть ни одного заявления там ни в прокуратуру не было подано, например, на нарушение своих прав. Например, если семья выезжает в Соединенные Штаты Америки, а потом они подают там, значит, на убежище по расе и говорят, что а где, собственно, ваше заявление, борьба, например, за бурятский язык в школах для ваших детей, например. Вот такого нет. И я считаю, что... И, конечно, вот на этом вот эти опричники диктаторского режима очень сильно играют. Там уже говорят, выступают потом вот на этих ОБСЕ, всяких конференциях, и говорят, а мы же вам предоставляем возможность. Вот люди-то не пользуются. Я говорю, ну, иными словами, не мусорятся, а по идее это так и должно быть. Вот не лечат тебя, заявление, значит, не дали лекарства,
там бесплатно, которые должны были. Снова заявление 5-10. И так, таким образом накапливается определенная вот эта масса, так скажем, информации для правозащитников, с которой можно работать. И я заметил, что в национальных регионах вот этим не занимались. То есть в 90-е годы вот просто даже в школах не было уроков, где бы детей учили, как писать заявление, например. А это очень важно, кстати, вот умение в таких вот государствах бюрократических, типа России, да, в которых нужно уметь как рыба в воде вот в этих во всяких нюансах плавать. А сейчас, естественно, с введением всяких цифровых вещей, там заявление писать можно хоть в день хоть по 5 штук на разные вещи. И вот в этом отношении, конечно, мы будем учить, так скажем, наших сторонников в Бурятии, значит, заниматься там проблемами бурятского языка, проблемами, например, самоубийств среди бурятских детей, да и вообще просто среди бурят, потому что мы даже не знаем, какое количество бурят ежегодно, ежедневно заканчивают жизнь недобровольно, так сказать, добровольно и недобровольно. Мы должны эту информацию знать, потому что это тоже геноцид со стороны русских, сокрытие этой информации. Ты что, Сергей, можешь сказать по этому поводу? Хотел бы ты поучаствовать вот в этой конференции ОБСЕ? Да, я даже не знаю. Ну вот смотри, здесь пишет. В связи с 50-летием Хельсинского заключительного акта 10-дневная конференция этого года, посвященная ситуации с правами человека и основными свободами в регионе ОБСЕ, имеет особое значение. Участники обсудят текущие события и их последствия в регионе ОБСЕ, а также сохраняющуюся важность хельсинских принципов и обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения для общей безопасности региона. Конференция предоставит площадку для оценки выполнения обязательств в 57 государствах-участниках ОБСЕ, а также станет площадкой для обмена мнениями и передовым опытом, а также для привлечения внимания международного сообщества к актуальным вопросам. То есть, понимаешь, вот эта конференция, она же не только создана для того, чтобы выйти, там, себя показать, но еще и заявить. Как-то не очень я... Почему съезд народных депутатов там не заявляет, никакие заявления не стоят? Это же тоже одна из систем легализации, так скажем, съезд вашего народных съезда. депутатов сильно сейчас направил свою судейство. Что, юристов нету, что на ли? ПАСЕ, на участие в ПАСЕ. Так, вот Поэтому... у нас есть эксперт Ибрагим. Давай расскажи про ПАСЕ, что там. Поэтому ему ОБСЕ... Будут ли буряты в ПАСЕ? Вопрос. Не, ну там должны быть все. Ну, пока это на стадии становления. Идея была давно, но на это любая идея нуждается в поддержке и особенно финансировании. Бюджет ПАСЕ, он расписан давно и четко, поэтому как это все начнется, в общем, понимания не было, хотя об этом говорили многие и при этом, в общем, говорили по каждому поводу без повода. Вдруг появился Ходорковский, и этот процесс пошел. Ну, по всей вероятности, он туда немного сена подкинул, и процесс, в общем, стал реальным. И там появилась площадка, где либеральная русская оппозиция будет решать вопрос относительно будущего России, счастливого, или как там они называют. Даже типа красивая Россия будущего, да, что-то такое. И вот эта площадка, где они будут объяснять, как Россия будущего будет счастливой. И тут, конечно же, сразу возник вопрос, а как быть с национальными образованиями? Но я думаю, что наши, скажем так, московские лидеры, они, в принципе, как всегда, они могут решить за них. Как в свое время сказал Ходорковский, они всех их уговорят не разваливать Россию, а наоборот принять участие в этом процессе. Россия последние 500 лет всех уговаривает,
и хорошо уговаривают, они умеют это делать. Вот сейчас Украину уговаривают. До этого 500 лет назад уговаривали этих татар в Казани. Казань, 400 лет назад, 350 лет назад бурят. Бурят. В течение да, 50 лет. Да, богатейший опыт уговаривать. Ага. И вот на этой площадке они будут строить счастливое будущее России. И в этом будут принимать участие блок Ходорковского, который готов с оружием в руках пойти на Кавказ воевать, потому что эта территория завоевана его дедами, наверное, он имеет в виду вот эти методы, когда говорит о том, что он уговорит всех. Вот. Блок Каспарова туда входит, ФБК туда входит, которые считают, вот это их новоявленная королева, которая считает, что запроса нету. Интересно, она хоть с кем-нибудь из них хотя бы пыталась поговорить? А дело в том, Есть что, вот смотри, Ибрагим, мы просто не замечаем, да, что, а есть вот такая прослойка, так скажем, я их называю дрессированные нацмены. Да. Они есть и в Нет, регионах, которые при власти сидят, и они есть вот тоже в так называемой политической миграции, это так называемые антивоенные активисты. И я помню очень отчетливо, когда начало февраль 2022 года они со своих площадок трубили: для предотвращения новых жертв Украина должна чуть ли не сложить оружие. То есть Украина, они обращались не к русским войскам развернуть оружие и свергнуть Путина, да? Они говорили, что вот, нужно Украине лапки кверху поднять и сдаться. И это вот отчетливо, прям нарративно шло вот со стороны этих вот дрессированных нацменов. Часто это инфо-цыгане. То есть они раньше занимались инфо-цыганскими проектами, то есть там под видом там, знаешь, продвижения национальной культуры. Ну, знаешь, это насколько надо быть тупыми, чтобы не залезть в интернет современный, да, и не посмотреть, кто такие буряты, кто такие черкесы, кто такие якуты, да. И вот они создавали такие группы, в которых, вроде как там показывали какие-то ролики, и вот этим вонюшкам, которые вот с удовольствием уговаривать бы вместе с Ходорковскими пошли бы, понимаешь, пограбить и понасиловать и поубивать, да, которых вот успешно ВСУ частично, так скажем, в определенном количестве утилизировало на территории Украины, да, то вот этим вонюшкам они пытались доказать, что мы тоже люди, мы тоже человеки. И я все время удивлялся, я говорю, как такую вот лоховскую позицию, извиняюсь за выражение, можно занимать, будучи представителем национального меньшинства. А потом я понял, оказалось, что они внешне-то такие же вот, как азиаты, например, там, я не знаю, кавказцы, может быть, и так далее. А если копнуть, то у них и происхождения-то даже бурятского нет. И мы вот по многим параметрам, например, вот есть у нас такая в бурятском национальном движении Дугарова Дель Понте. Так она полька. Она подписала в свое время декларацию в консульстве, значит, в Иркутске польском, значит, когда она получала карту побыта. Вероятно, она, может быть, обманула польское государство и выдумала польского предка своего, понимаешь? Но, тем не менее, сейчас вот она бегает на площадках, там, значит, представляет как будто бы Бурятию. Та же Александра Гармажапова, например, выросшая в Петербурге хорошая девочка, которая, по меткому выражению Кашина, стала профессиональной буряткой. Или, например, Наталья Арно, которая верховодит, значит, хорошими русскими и, значит, на деньги Демократической партии США там пытались они демократию развить. И в том числе отмыть нациста-не бутербродника Навального. И даже вполне возможно, что сейчас лоббировали вот эту Юльку Навальную, не бутербродиху, на Нобелевскую премию. Вот я сейчас читаю, значит, вот в каких-то непонятных СМИ, явно созданных на денежки вот этого фонда «Свободная Россия», да, который Арно возглавляет, абсолютно никчемные СМИ, в которых там, значит, Юлия Навальная обошла Трампа в вопросах, значит, Нобелевской премии. Понимаешь, чего захотела? Это знаешь, как про эту царицу, золотую рыбку, да?
Не хочу быть Да, и чтобы на хочу быть посылках владычицей, рыбка чтобы была, да. золотая рыбка. Ну а в итоге, Слава, поздравим, значит, венесуэльскую активистку, которая реально там против Мадуро борется, которая, в общем-то, они выиграли выборы, но Мадуро у них украл их выборы. Вот, а это действительно, значит, достойная женщина, так скажем. И это, ну, я думаю, что в пику тоже, знаешь. Дали же Муратову, я говорю, ну если Юльке Навальной, я вот так написал, если Юльке Навальной дадут Нобелевскую, то на следующий год пускай Вове Путину дают. Да. Ну то есть, чтобы совсем похоронить вот этот институт Нобелевской премии. Ну, я бы хотел бы эту мысль немного развить. Есть такое понятие, как стокгольмский синдром. Угу. Это когда раб влюблен в своего завоевателя и пытается поцеловать сапог. И, конечно же, и у Ходорковского, и у всех остальных вот этих новоявленных русских есть свои карманные, извините за выражение, нацики, как они их называют, которые повестку дня будут всегда поддерживать от имени тех национальностей, которые они там представляют. Соответственно, какой настоящий истинный бурят будет мечтать о свободном бурятском государстве? Это же сепаратизм. Поэтому это опасно, это может быть, человеку придется чего-то лишаться, человеку придется чего-то бороться, это нехорошо. Эти же умные люди, они политики, они дипломаты, они все будут делать только законным путем. А законным путем на тарелочке родину никогда не принесут. Те, которые хотят быть умненькими, хотят танцевать. Сейчас время, когда надо или танцевать, или воевать. Если хочешь иметь свободу, если хочешь иметь государственность, если хочешь отстоять свое место под этим солнцем, надо воевать. Но воевать мало кто хочет, все любят танцевать. Но здесь надо крайне, в общем, быстро определиться, потому что время неумолимо идет вперед, ситуация меняется очень быстро, и те, кто не успели сориентироваться, они будут аутсайдерами. Поэтому давайте думать, что делать дальше, танцевать или воевать. Серега, что выберешь? Я об этом говорил еще с начала организации съезда, что только воевать. Угу. Только воевать. Сейчас говорят, съезд будет проводить, как называют, ну то есть каждый из съездов называет другой несостоятельным, так скажем. Да. Я поэтому подразделил, что есть съезд народных депутатов Филиппа Пономарева и условно съезд народных депутатов Курносовой и Ларионова, да? Вот что там, как там дела обстоят? Да никак дела не обстоят. На съезде Пономарева мы вот были, сколько, месяц прошел, да? Месяц назад мы были. Практически ничего не изменилось, ничего не появилось. Все было как... Не, я так понял, что сейчас какие-то действия проходят по поводу того, чтобы съезд Ильи Пономарева представлял ПАСЕ, да. Не, ну так это действие происходит, они никак не связаны со съездом. Это сейчас оно вот началось спонтанно. Я же даже им вопрос задал. Ты не читал там, что я написал? Нет, сказали, где бы я читал? Вот, ну в чате этом СНГ. А в то, что меня в чате нет, откуда? А что будет со съездом Курносовой и Ольги, это мы увидим буквально через неделю. Да, надеюсь, пригласят в качестве СМИ, так скажем, независимого. Да зачем? Ты можешь как представитель народа там участвовать, не только как СМИ. Ладно, приму во внимание. Так, ну и вот сегодня я хотел туда ворваться, значит, в ОБСЕ, потому что мне сообщили, что у нас здесь в Варшаве прибывает, значит, активистка из, ну, уже тоже из Петербурга, такая Виктория Молодаева, она прославилась тем, что участвовала в конкурсе на Мисс Петербург. И там, значит, ВКонтакте выставили, значит, анкеты для голосования, но она столкнулась с жестким хейтом. И в итоге, конечно, Бурятия пришла на помощь, там раскидали там по группам и так далее. Буряты начали за нее активно голосовать, в том числе, по-моему, там было платное голосование.
И в итоге ее чуть ли не на первое место вывели, но потом там в результате обнулили. Это как раз вот первое такое время, когда таким методом пользовались. Короче, брали представительницу из какого-нибудь национального региона, ставили платное голосование, а потом его обнуляли, короче, а денежки в карман. И давали ей какую-нибудь почетную там должность. И это получило, значит, типа должности почетная вице-мисс, там что-то, ну, в общем, какую-то выдумали просто на ходу, короче, какую-то премию ее поставили, и вот она, значит, видимо, на этом основании укатила в Америку, якобы участвовать в конкурсе на Мисс Мира, что-то в этом роде, но понятно, что ресурсы для того, чтобы участвовать в таких крупных международных соревнованиях, они просто, ну, то есть нет у них таких. То есть это даже не 10 тысяч долларов, это даже не 100 тысяч долларов. Там гораздо... Попасть туда тоже уже определенный Да, капитал. но они получили визу как бы для того, чтобы въехать туда. То есть она, ее дочь, ее муж, оперный певец, и вот оказались в Калифорнии, но я, насколько знаю, что 2 года назад или 3 года назад они оформили гражданство уже американское. Правда, я не знаю, кто их финансирует, знаю, что они создали организацию, заехали, причем очень серьезно, значит, на тему коренных малочисленных народов. Они создали такую организацию Indigenous People of Russia. А такая уже организация с таким же названием есть. И туда входит Владислав Танагашев, Яна Танагашева. Туда входит еще ряд активистов, значит, представителей коренных малочисленных народов. И я, ну, как-то спросил о том, что я говорю, а как это, ну, так, 2 конкурирующие конторы, причем они в наглую взяли, зная, что у вас есть организация с таким же английским названием. Говорю, как вы это прокомментируете? Ну, мне Владислав сказал, что мы решили это не комментировать, в общем, то есть не создавать какие-то дополнительные там... Да, это мешает бизнесу. Не, ну, не с этим. Я думаю, что просто там, ну, лишний раз говорит, что вот эти вот люди, которые заехали на эту тему, они, в общем-то, ну, хамские себя ведут, и подозреваю, что там могли уши и Ходорковского тоже быть. И поэтому, значит, вот как всем известно, ну, мы так обсуждали на твоем эфире как раз этот вариант, что Ходорковский сам не работает. Он постоянно через своих миньонов, значит, находит каких-то людей. Да. Ну, то есть ничем фактически от Путина не отличается. И я помню, что вот у нас есть такой тоже фрик, Хан, тоже подружка, значит, этой Дель Понтихи, значит, по-моему, даже они в Лиге свободных наций состояли, такой Дугаров. Он себя ханом объявлял, вся Бурятия там требовал, чтобы к нему нукеры присягнули, там что-то какая-то борьба там и так далее. Ну, это, по-видимому, в детстве перенесенный менингит или еще какое-нибудь такое заболевание, значит, местное, и вот это последствия, так скажем. А он же ведь в свое время, он почему-то забывает, а это было тогда, вот помню, в 2007-2008, когда Ходор пытался строить нефтепровод в Монголию. Он тогда уже сидел. Не, ну в каком-то вот из этих годов, значит. До 2003-го. Да, видимо, вот до 2003 года строил. И вот Дугаров там бегал, он там на ЮКОС работал. И это даже было, знаешь, в резюме, что он работал на ЮКОС. Это как-то, что даже вот он какой-то вот сверхоппозиционер, короче. А он там бегал по районам, вроде как, ну, прощупывал, где эту трубу можно бросить, короче, чтобы бурятское население размягчить. И я абсолютно не удивлюсь, что вот это вот внезапно возникшие леваки, марксисты вот эти среди бурят, ну, я понимаю, там, коммуняк и люмпинов-комбедовцев среди бурят полно, то есть им, значит, вот во всякие марксисты, там, значит, ленинисты, сталинисты и так далее, им ничего не стоит быстро перековаться, да, как бы это природное их явление. Но тот факт, что катаются на вот такие конференции, а сейчас в Америке кризис, это довольно приличные бабки, Америка есть страна капиталистическая, без нормального финансирования так просто не покатаешься. Даже вот из Калифорнии сюда, в Варшаву прилететь, это минимум $2000 туда-обратно. Это дорого. Да. И вот у меня возникает вопрос, или это БСЕ такая богатая организация, за все платят,
за перелеты в том числе и так далее. Или это просто, ну, вот какая-то мохнатая рука, которая работает против в целом независимости. И я вот поэтому пытался туда прорваться, посмотреть, а в чем доклад будет про независимость и суверенитет Бурятии. Кто-нибудь там вякнет на этих АБС линии или нет? Хватит силы, хватит ли духа? Или, как она там в интервью давала, вот такими большими глазами. Ну да, вы знаете, ну, репрессии же были у бурят. Ага, ну были же. То есть вот я глядел это интервью, и мне так показалось, что она о репрессиях среди бурят вот узнала перед интервью. Оказывается, что в сталинское время весь цвет бурятской нации был уничтожен. Вот она, ага, было же. Ну, то есть, вот такие люди, если представляют бурят, то я на международных площадках, я думаю, или такие, как Гармажапова, если она залезет вот в это пасе, я представляю, какие она там будет речи толкать, какие документы проносить и так далее. То есть, они все сфабрикуют и все туда засунут как есть. Соберут снова этих люмпинов, бездельников, этих всех комбедовцев. И они там в Бурятии там хоть 20, хоть 30 тысяч подписей нарисуют от бурят, что мы хотим жить под русскими, никакой мы там независимости не хотим и так далее. Подожди, но мы можем как-то этому противостоять? Не, ну есть правильные. Не дать им плясать. Да. Есть правильные буряты, а есть неправильные буряты. И не только буряты. И не только скажем буряты, так, да. Есть неправильные нацики, которые хотят развалить Россию. Вот я мечтаю об этом. Я свою всю активную жизнь, половину здоровья на нее потратил. Сейчас идет предложение оставшееся здоровье и оставшуюся жизнь потратить на сохранение Не, ни в коем случае. России. Но вряд ли я поддержу этот вопрос. Я все-таки постараюсь дожать. Это Карфаген должен быть в конце концов разрушен. Я не устану это повторять. Карфаген должен быть разрушен. Народы, которые в общем, жили эти последние 500 лет в этой имперской тюрьме, они должны получить право на самоопределение. Да, действительно, есть народы, которых они уничтожили, от которых остались где-то по населению где-то 1000 человек, которые физически уже по своей численности, по уровню, по своим в общем, ресурсам и капиталам не в состоянии сейчас воссоздать свою государственность, но они сами должны решить, что они будут делать дальше. Но другие народы, например, Кавказ, который все эти годы не переставал бороться за свою свободу, давайте вспомним Чечню, война в Чечне кровавая, 10 лет практически длилась эта война. Была война, например, в Черкесии 3 дня, но она тоже была в общем, кровавая. За 3 дня были уничтожены цвет, в общем, молодежи. Это были этнические чистки. КТО, которая, в общем, длится 20 лет, Кавказ готов отделиться от России, Кавказ готов построить свое государство. Это наше право, у нас появилась такая возможность, и мы полны решимости это реализовать. И мы надеемся, что Европейский Союз, а особенно ВСУ, поддержит нас, тем более наши соседи, с кем мы Черкесия граничит, это на юге с Грузией, на западе с Украиной. Эти два государства уже на уровне парламента признали геноцид черкесского народа. Сейчас у нас идет работа с Азербайджаном. У нас есть контакты, а это Восток, наши в общем, восточные в общем, соседи. Что касается северокавказских государств, мы знаем, народов, точнее, государств там нету. Они тоже все думают об этом, как воссоздать свою государственность и в конце концов оторваться от этой России. И на севере у нас даже есть казаки, Донская республика, которая тоже декларирует свою независимость. Поэтому вместе с донскими казаками... Еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. И вот Кавказ, а географически это Азовское море на западе до Каспия, до Дербента, дальше Азербайджан.
с севера, с Грузии, с Черноморского побережья до Волго-Донского канала, я думаю, что в ближайшее время эта территория станет свободной, и на этой территории в перспективе только, не прямо, не сразу, не сходу, а в перспективе будет конфедерация вот тех народов, которые там проживают. Угу. Ну, Бурятия будет от Енисея до Амура, будем вам поставлять обогащенный уран, в общем. Ну, нормально, я думаю. Вот сейчас я листаю как раз на Флирке, может каждый, наверное, посмотреть сайт ОБСЕ, вот наши в том числе. Зрители и слушатели, там вот я знакомые лица вижу, и Мурат Курбанов, представитель туркменского национального движения, Мухиддин Кибери, представитель таджикской, значит, исламской партии. Вот они регулярно, значит, выступают на этой конференции. Я напомню, что эта конференция каждый год проходит здесь, в Варшаве. Ну, по объективным причинам в этом году я не заявлялся, но думаю, что на будущий год мы все, так или иначе, я думаю, что съезд еще будет живой, значит, и Ибрагим, и я на будущий год мы обязательно выступим на этой конференции, зарегистрируемся, потому что процедура довольно сложная. Вот здесь там, значит, смешной такой комментарий от Вани Карпова. Он пишет, а почему вы, говорит, все не хотите жить в России? Вопрос. Глупый такой вопрос, пипец. Да, почему вы, говорит, не хотите жить? И он еще пишет, а покажите тех, кто отошел от России и живет сейчас лучше. Вопрос. Страны Балтии. Да, и пишет, что нету, говорит. Нет, давайте Ну, мы вспомним, да, мы да. вот с Сергеем... Ибрагим, скажи. Да, мы с Сергеем люди не очень молодые. Мы в свое время легли спать в Советском Союзе, а проснулись в России. Но я то же самое. Да, Что 3 вы? дня. Я такой же старый, как и вы. Мы 3 дня не могли поверить в это, и только на 3-й день убедились, что это свершившийся факт. И вот здесь мы помним образование 15 других самостоятельных государств. Прошло 30 лет. Никто не вернулся. Прошло 30 с лишним лет, было голодно, было холодно, проблем было много, прошли серия войн, но ни одна из этих самостоятельных государств обратно возвращаться в Российскую империю, тем более в Советскую империю, не собирается. Давайте попробуем, не будем трогать прибалтийские государства, Грузию, там тоже, в общем, неоднозначно. Даже, ну, по всем этим республикам, наверное, более-менее трудно живет Таджикистан. Давайте попробуем сейчас Таджикистан присоединить к России. Они насмерть встанут за свою свободу. Об этом даже говорил Рахмон. Он да, что там далеко ходить? Мы находимся в Польше, которая 4 или даже 5 раз была под Россией. Пыталась выходить и в конце концов вышла. Больше чем 100 лет боролись. Там огромное количество восстаний. Вся Сибирь заселена переселенцами, поляками, которых ссылали, отрывали, значит, и заселяли в такие труднодоступные места, где даже сейчас дорог-то нету, а тогда тем более не было. И они освободились и живут лучше, раз. Не говоря уже о Финляндии. Можно я очень просто скажу? Я кавказец. Я живу в горах, я люблю есть живое мясо и запивать шурпой. А меня заставляют есть сосиски и запивать кефиром. Ну не хочу я этого. И почему у меня этого права нету? Почему я должен жить на сосисках, которые мне, в общем, привозят из Москвы? Они мне делают сосиски, я даже сам не могу этого сделать. Так вот, в том-то и дело, что, понимаешь, современные вонюшки, вот всякие тролли, которые сидят у меня в этом, они почему-то считают, что это вот они так много работают, так много создают айфонов, так много создают самсунгов, так много создают такой вот необходимой всему миру техники. Значит, кастрюлю могут они сделать? Кастрюлю, какой автобус? Я про что и говорю. То есть я говорю, что даже ножи и вилки давным-давно в России не производятся. И зубочистки Матвиенко сказал, все, что производится, это то, что нужно для того, чтобы убивать людей и запугивать. И то плохо. В виде оружия массового уничтожения.
А все, и то на украденных технологиях. А все остальное это завозится, потому что продаются наши ресурсы, представителей Кавказа, представителей Сибири, представителей Крайнего Севера, представителей финно-угорских народов. Ведь огромное количество, большая часть вот этой так называемой европейской России, многие думают, там Поуральские горы сократить и так далее. Так это все финно-угры, это Архангельская область, это огромные территории, там больше 20 крупных финно-угорских народов, которые тоже хотят независимо жить. И сами распределять вот эти ресурсы природные. Да. Вот Энергетические ресурсы, понимаете? В каком они сейчас состоянии и сколько от них осталось? Да, я вообще считаю, что на самом деле, если поскрести в тех регионах так называемых русских, там окажется финно-угор на самом-то деле. И как бы вот эта ассимиляция русских не проходила, все равно остались там вот эти гены очень мощные, и вот даже по ним видно, потому что они... Если, может быть, там 2 или 3 поколения назад они были русскими, а сейчас вот эти гены накопились, и это ходят финно-угры вылитые. И у них другие принципы жизни, другие подходы к местной, вот, например, защитники Кондобыки. Они почему там выступили? Им хотели туда мусор, свалку свозить с Москвы. Почему они выступили? Потому что это их земля, они в этой земле их предки лежат. Они поэтому выступили против этого. Хотя там много действительно было этнических русских, я с ними общался. Но они внутренние, генетически, это вот подвергшиеся русификации в свое время, значит, финно-угры, но которые вот не понимают, почему они так выступают. Не потому, что они русские, а потому, что они были финно-угры русифицированы. И сейчас вот это финно-угорское восстает против насильственной вот этой русификации. Кто-нибудь ответил на тебе еще? И мы восстанем. И вы восстанете, и вы восстанете. И мы обретем независимость и суверенитет. Так, ну я думаю, на этой мажорной ноте мы наш эфир закончим. Попрощаемся с радио, дорогие друзья. Повторка будет завтра в субботу. Слушайте нас, а также подписывайтесь на YouTube канал Эми Радио. Там выложены подкасты. Адыга Хабар выйдет в среду в 16:00 по центральноевропейскому времени. А мы с вами снова встретимся через неделю в 17 часов в следующую пятницу. С вами был Зуртан Халтаров. Всем спасибо и до новых встреч. Так, я еще не попрощался с вами, дорогие друзья. А с вами, дорогие друзья, мы будем прощаться традиционным способом. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Повторяйте это каждый день. С утра, в обед и перед сном. Боритесь и поборите. Бурятия будет свободной и независимой. Всем пока и до новых встреч. Репост, донат приветствуется.